Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В Якутии стартовала декада, посвященная Дню матери. Одно из главных направлений декады посвящено здоровью материнства. Сегодня у нас в гостях Аграфена Максимова, врач-акушер-гинеколог поликлиники №1 города Якутска. Аграфена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сегодня стартовала декада. Какие мероприятия запланированы? По нашей поликлинике №1 15 октября запланирован День открытых дверей для матерей. В этот день они смогут пройти консультацию у врача-гинеколога, также сдать необходимые анализы. Для этого им необходимо обратиться в регистратуру или в колл-центр нашей поликлиники, и они смогут попасть в этот день к врачу. С какими вопросами чаще всего к вам обращаются? Ну, в первую очередь, конечно же, это наблюдение за беременностью. Они встают на ранних сроках, проходит у нас 9 месяцев наблюдения, и мы готовим их к родам. Также мы ведем диспансерное наблюдение пациентов с диагнозами, как миома матки, кисты яичников, эндометриозы, нарушение перименопаузального периода, да, и многие другие. По показаниям мы их готовим к оперативным лечениям. Ну и также ведем уже практически пожизненное наблюдение у гинеколога. Скажите, болезни, которые вы перечислили, чаще всего встречаются у женщин первородок или те, которые уже имели опыт материнства? Чаще всего, конечно, у тех, которые имеют опыт, да, материнства. И чаще всего такие заболевания возникают ближе к концу фертильного возраста. А молодые мамы, они как, получается, наблюдают за своим здоровьем? Есть ли какие-то профилактические предупреждающие? Потом у нас третья, одна большая группа, есть пациенты с диагнозами женское бесплодие, которые хотят родить, да? Мы их готовим на обследование в отделении вспомогательных репродуктивных технологий. Для этого мы их направляем сначала в Центр охраны здоровья семьи и репродукции, а далее уже в Национальный центр медицины, где они смогут помочь по искусственному оплодотворению. Скажите, а как часто нужно посещать врача-гинеколога? И стоит ли идти к врачу, если ничего не беспокоит? Всем женщинам без исключения нужно проходить обследование врача-гинеколога минимум 1 раз в год, если даже ничего не беспокоит. Далее уже врач-гинеколог сам назначает, в зависимости от диагноза, следующую плановую явку для дальнейшего наблюдения. Это может быть через месяц, через 3 месяца или полгода. В таких случаях важно, чтобы женщина не пропускала плановые осмотры, чтобы врач своевременно смог корректировать лечение, если какие-то идут изменения в динамике заболевания. Со сменой времен года меняется и погода. Сейчас совсем скоро зима вступит в свои права. Есть ли риск здоровью, если женщина при холодной погоде легко одевается? Осенью, так же как и весной, есть риск получить переохлаждение, потому что мы не успеваем утеплиться, бывает, да? Поэтому, конечно, риск велик получить обострение хронических воспалительных заболеваний. Чтобы избежать такого, да, необходимо, конечно, одеваться тепло, выбирать одежду и белье из натуральных тканей. Также следить за питанием, больше употреблять цитрусовые, бобовые, блюда из рыбы, также кисломолочные продукты с содержанием бифидобактерий. Это позволит избежать дисбактериозов. Также нужно ограничивать в рационе хлеб, сахар, алкоголь, особенно пиво. Все эти продукты влияют на возникновение хронических грибковых инфекций, что тоже влияет на обострение хронических воспалительных заболеваний. И, конечно же, соблюдать правила гигиены, личной гигиены. В этом году в первой поликлинике открылся кабинет женского здоровья «Орхидея». Расскажите, пожалуйста, как возникла идея открытия подобного кабинета и кто туда может обратиться? Проект «Орхидея» у нас организован
по инициативе нашего главного врача Эверстовой Алевтины Васильевны. И, конечно же, преследует цель сохранения молодости и здоровья женщин в перименопаузальном возрасте. Вот. И здесь, значит, пациенты могут пройти комплексное обследование, значит, сдать анализ крови на онкомаркеры, анализы на вирусы папилломы человека, которые вызывают рак шейки матки, значит, маммографию, УЗИ органов малого таза и много других исследований, которые направлены именно на раннее выявление онкозаболеваний, а также нарушений перименопаузального периода. Вот. Далее, если выявляются какие-то диагнозы или отклонения, такие пациенты направляются к участковым гинекологам для дальнейшего наблюдения и лечения. А как можно попасть вот именно в этот кабинет? Как проходит запись к специалисту? Также можно записаться, значит, через регистратуру и колл-центр. Также, по-моему, можно и через госуслуги записаться. Скажите, у нас большой очень город, вы отметили, что все желающие могут обратиться. Каков охват? Справляются ли специалисты с количеством поступающих заявок? Ну, конечно же, нехватка врачей стоит остро, да, проблема. Вот. Но, тем не менее, мы как бы перерабатываем. Вот. В принципе, ну, справляемся. В 2022 год у нас в Якутии объявлен Годом матери. Это направлено на всестороннюю поддержку женского населения. Расскажите, как правильно подготовиться к рождению ребенка? Ну, в первую очередь, конечно, это нужно запланировать беременность и подготовиться к нему. Для этого нужно обратиться к гинекологу, сдать необходимые анализы. Это мы обычно берем гормоны, значит, анализы на инфекции, передающиеся половым путем, и своевременно их как бы устраняем, да? Вот. Далее, при, значит, наступлении беременности важно встать на ранние сроки, это до 12 недель беременности, чтобы врачи смогли вовремя выявить врожденные пороки развития. Вот. Далее, ну, конечно же, соблюдать, значит, все рекомендации врача, не пропускать приемы, исследования, вот, и подготовиться к родам психологически, вот, избавиться от страхов, обрести уверенность, настроиться на гладкое течение родов. Вот, для этого у нас работает кабинет психологической помощи беременным и женщинам в послеродовом периоде тоже. Вот. И, значит, ну и имея опыт работы в родильном отделении, могу сказать, что благоприятный исход родов во многом зависит от настроя женщины. Скажите, в каком возрасте оптимальнее всего планировать беременность и заводить ребенка? Ну, конечно, большинство профессоров придерживаются мнения до 35 лет. Но у нас бывали и случаи, и в 50 лет рожают. Вот, поэтому это все индивидуально. Увеличилось ли количество женщин, которые хотят стать многодетными мамами в свете, например, того, что 2022 год объявлен у нас в республике Годом матери? Если сравнивать вот 20-е годы, да, в целом, и 2010-е годы, прирост есть и достаточно большой, потому что, ну, оказывается очень много поддержки от государства и республики. Это материнские капиталы, да, льготные ипотеки, субсидированные билеты. Сейчас у нас еще, значит, пособие по беременности при ранней явке. Вот. И это, конечно, большая поддержка для семей, и, ну, семьи как бы охотно идут за третьим ребенком, последующими. Скажите, а вот по вашим личным наблюдениям, каков процент у нас в республике абсолютно здоровых женщин? И именно в первой поликлинике имеется в виду. И каков процент тех, которые должны наблюдаться у специалистов? И что для этого необходимо делать? Ну, абсолютно здоровых женщин, ну, я по своему опыту, да, скажу, потому что как бы такими статистическими данными я не владею. Вот. В целом где-то 10-20% обращающихся, ну, здоровые.
можно сказать. Но без исключения, повторюсь, всем женщинам необходимо обращаться к гинекологу. Благодарю вас, Аграфена Николаевна, за содержательную и актуальную беседу. Возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.